Сегодня по инициативе Российской Федерации мы принимаем совместное заявление о сотрудничестве в климатической сфере. Тем самым мы подтверждаем наше общее стремление комплексно противостоять данным вызовам. Изменение климата обостряет проблему обеспечения водными ресурсами почти во всех странах СНГ. Мы занимаемся этим вопросом в рамках различных международных форматов, ведем поиск взаимоприемлемых решений на двусторонней основе. Вместе с тем полагаем, что настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности на всем пространстве Содружества. Поэтому я бы предложил исполкому СНГ разработать, внести конкретные рекомендации по эффективному и взаимовыгодному пользованию трансграничными водными ресурсами. Четвертое. В данных условиях геостратегической напряженности от нас требуется еще больше усилия для укрепления взаимного доверия, обеспечения стабильности, безопасности в регионе. Надо сказать, что в СНГ создана сбалансированная система взаимодействия силовых и правоохранительных органов, приняты концептуальные документы в области безопасности. Вместе с тем нам необходимо оперативно вырабатывать превентивные меры для реагирования на новые риски и угрозы. Казахстан разделяет совместные подходы государств СНГ по совершенствованию организационно-правовых механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мы выражаем готовность к тесной, скоординированной работе по реализации задач, принимаемой сегодня программы борьбы с экстремизмом. Пятое. Приоритетное внимание в деятельности СНГ нужно уделять, на наш взгляд, постоянному наполнению культурно-гуманитарной повестки качественным содержанием. В этих целях в текущем году много инициатив реализовано в рамках Года народного творчества и культурного наследия, объявленного в Содружестве. Задачам активизации связи между молодежами наших стран отвечает разработанное положение о молодежной столице СНГ и еще ряд практических решений. Свою лепту в дальнейшее сближение наших народов призвано внести предложение Казахстана о создании под эгидой СНГ международной структуры по поддержке и продвижению русского языка. Надо сказать, что русским языком в современном мире владеют с той или иной степенью глубины до 300 миллионов человек, которые проживают практически на всех континентах земного шара. Наша идея состоит в том, чтобы создать международную организацию по образу и подобию Организации Объединенных Наций с использованием положительного опыта франкофонии, штаб-квартиры, которая находится в Париже. Я полагаю, что со временем государства, в которых проживают люди, хорошо владеющие русским языком, а таких стран очень много, будь это Азия, Европа, Латинская Америка, присоединятся к этой международной организации. Пользуясь случаем, выражаю признательность коллегам за поддержку этой инициативы и утверждение общих принципов функционирования организации. В целом, наши общие подходы в этой многогранной сфере отражены в заявлении глав государств о развитии сотрудничества в области культуры, которую мы предлагаем принять сегодня. Уважаемые коллеги, одним из приоритетов своего председательства Казахстан обозначил повышение эффективности и авторитета Содружества как региональной межгосударственной организации. Согласно действующему регламенту, в документах Содружества предусмотрена возможность разового приглашения на заседание СНГ в качестве наблюдателя представителей других стран и международных организаций. Во многих структурах, в том числе в Евразийском экономическом союзе, в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии функционирует институт наблюдателя, а в ШОС и ОДКБ действует институт партнера. К сожалению, в СНГ сейчас отсутствует норма о взаимодействии с третьими странами в рамках постоянных статусов наблюдателя или партнера. Полагаем, что в текущих реалиях именно наше Содружество с его, можно так сказать, мягким форматом интеграции может стать привлекательным объединением для сотрудничества с заинтересованными партнерами. В этой связи я бы предложил в рамках Содружества учредить постоянные статусы наблюдателя и партнера. Ну, естественно, это мое предложение на ваше рассмотрение, но полагаю, что здесь каких-либо серьезных
возражений, по всей видимости, не будет. Во всяком случае, чем больше стран, будь это статус наблюдателя или партнера, будут участвовать в деятельности нашего содружества, тем лучше для нас и для содружества в целом. В случае поддержки прошу исполком СНГ проработать инициативу со всеми странами-участницами и подготовить соответствующее протокольное решение. Как вам известно, сегодня на рассмотрение глав государств вынесено решение о придании СНГ статуса наблюдателя при ОДКБ. Казахстан относится к этому предложению положительно, не возражает, но, опять же, если есть какие-либо возражения, как я понял, в ходе предварительного разговора такие возражения могут поступить, то мы обязаны заслушать. И в завершение своего выступления хочу еще раз выразить вам глубокую признательность за активное содействие в достижении целей председательства Казахстана. Убежден, что принимаемые сегодня документы и решения будут способствовать поступательному развитию сотрудничества, адаптации организации к современным реалиям. Я благодарю вас за внимание. И далее я хотел бы предоставить слово президенту Азербайджанской Республики, уважаемому Ильхаму Гейдар-оглу Алиеву. Пожалуйста.